Мы в поселке Верхний Парень, на самом краю Магаданской области, у границы с Камчаткой. Здесь проживает всего около 30 человек, в основном коряки. Сюда нет дорог, только зимники для вездеходов. Но мы добрались, своим ходом, впервые на легковой колесной технике. У нас заклинило двигатель танка, и надо как-то вернуть его обратно в Ивенск. Да и самим бы благополучно добраться. Итак, нас ждет дальняя и невероятно живописная дорога до самого Магадана, длиной более 2000 километров, в лютые колымские морозы. Вы путешествуете? Типа того, да. Снимаем кино с тобой. С Якутии, кто еще откуда? Ярославль, с разных городов. Питер, Москва, Орел. Питер. А сейчас вы куда хотите? На Ивенск? Да. Что, принесла? Ага. Замелые. Вот такой. 9 часов, мы собираемся. Вот наш вездеход, хищник. Ребята уже снимают. Ну что, друзья, у нас утро. И вы видели все сами, как было. То есть сейчас мы опять еще раз открыли двигатель, машина простояла ночь. Достали щуп, опять на щупе вот эти намерзшие прям сталактиты. Но все говорит о том, что у нас здесь было контрафактное масло, и именно из-за этого крузак завелся абсолютно нормально, дизельный, а бензиновый завелся, но тут же клинанул. Причем он сначала разогрелся, поработал какое-то время, мы сделали в нем круг, резко загорелся чек, ну и, собственно, вы видели, что сейчас мы зацепили машину за вездехода и вывозим ее на зимник сначала, а потом по зимнику до дорогам общего пользования. Дальше пойдем к дилеру, пускай разбираются, что за масло заливали, причем ТО делали у дилера, поэтому все вопросы к дилеру и машины, собственно, гарантии. Вот. Но к комплектации Arctic Trax никаких претензий нет. Машина нас привезла сюда, шла первая машина и справилась со всеми трудностями. То, что вы приезжали к нам в гости, у нас по обычаю подарки дарить. Спасибо большое. Ага. Спасибо. Очень приятно. Людмила Хатинина, Людмила Юрьевна. Вашей жене подарок. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Спасибо. Ну, потом приедете Спасибо. еще раз. Счастливой дороги. Спасибо. Спасибо большое. Давайте. Давайте. Всего доброго. Спасибо большое. Благодарю тебя. Спасибо. Ты про этот помнишь? Про интернет? Да. Скоро появится у нас новый блогер. Мы его обучили. Что мы едем в вездеходе, с собой у нас только чай и домашний испеченный Аленой хлеб. Спасибо, Алена, большое. Мы его, конечно, грызем, но все-таки хочется как-то разбавить наш завтрак. Мы не позавтракали. Егор нам дал хариуса 2 штуки. Еще мальма, по-моему, называется, я что-то не помню. Ее тоже можно строгать, но я взял маленького, самого небольшого. И попробую сейчас перочинным ножиком, потому что якутский я оставил там в машине, построгать. Корякский хариус в корякском головном уборе. Тихо, угощайся. А вас как зовут? Чуть не грохнул.
Самое опасное, что может случиться при преодолении наледи, это вот прилипнуть тормоза. Мы сделали... Ну, нам некуда было ехать, так как у нас впереди хищник стоит. А по-хорошему, после преодоления водной преграды надо не останавливаться, не тормозить. Сразу поехать, чуть-чуть тормоза разогреть, чтобы такого не случалось. Машина опять в строю. Едем дальше. Это как у альпинистов. Подняться на гору — это полбеды, надо еще выехать. И спуститься с горы. Поэтому все, едем дальше. Это вам бурлак. Хорошо лежишь? Ну вот это то самое место, с которым мы по пути сюда немного помучились. Сейчас надо грамотно все продумать. Сейчас вы проедете, мы сейчас полку заценим, оценим обстановку. Я хочу там печней поработать, полку сбить. Возможно, наискосок с одной колесо по сухому заеду. Ирлан, что, наискосок хочешь? Форсирование этой коварной речки обернулось для Тайсона потерей. Какой, мы еще не знали. А терялись только в догадках, прислушиваясь к глухому металлическому стуку в районе переднего редуктора. Поздравляю, теперь у нас вторая недвижимость. Давай назад его вытащим. Казалось бы, невинный ручей, а столько проблемы. Возможно, слетел привод со стакана. Это вот наименьший из бед. А возможно, когда вывесилось одно колесо, шлицевые сорвало. Когда отсюда выедем, когда оба колеса на место станет, оно, возможно, и станет на место. Но это как вопрос времени будет. Ну, что-то спереди, что-то не так. Уперся, говорю, здесь. Сейчас его не зацепишь. Ну, если его сейчас за фаркоп взять, он же вверх потянет. Смотри, по вот это, Ирлан. Вверх его. Это на блокировках? Что радует, что заблокированный в среднем дифференциале мы поедем по ровному. Ну, на заднем приводе. Но еще какие-то такие участки мы прилипнем. Вот на какой технике сюда нужно ездить. Приключения, ребята.
Вездеход отцепляет танк и по очереди нас перетаскивает. Пока танка перетаскивают, я начинаю осмотр машины и выбивать лед с тормозов, которые уже успели схватиться. Напомню, что на улице 40-градусные морозы. Осмотр показывает, что крестовина на переднем кардане сломалась. Крестовину оторвала, блин. Наши догадки по поводу переднего привода оказались неверными. У нас просто срезала крестовину со стороны переднего редуктора, с переднего кардана. Мы сейчас со стороны раздатки открутим 4 болта и поедем дальше. Давайте. Так как в полевых условиях такой ремонт очень тяжелый, да и запасной крестовины не было, мы принимаем решение снять передний кардан. У крузака есть центральная блокировка, и поэтому он может ехать чисто на заднем приводе. Крестовина на 200-ке мы порвали, ребята. Я не знаю, радоваться этому, не радоваться, потому что это, как сказать, ну крестовина стоит там маленьких денег, и работа по нему, там ничего не это самое, просто на яму заехать или машину подвесить, перебить крестовины. Да, и можно будет там ехать. Условно говоря, если мы сейчас в Ивенске не найдем крестовину, но очень вероятно, что мы в Умсукчане найдем крестовину, и у нас машина обратно с заднеприводом будет полноприводная. Да, это хорошо. Я думал, привод порвали, но там эта история долгая и дорогая вышла. Toyota может ехать и без этого. Крестовину у нас разбила на переднем кардане. Убираем его, едем дальше. Теперь машина стала моноприводной. Она из внедорожника превращается в обычную машину, и любое препятствие, которое обычно крузак даже не замечает, становится трофи-участком. Машина поехала. Toyota, животворящая, может даже вот в таком состоянии. А ведь мы проехали только треть маршрута. Впереди нас ждали снежные переметы и несколько крутых подъемов. Забегая вперед, могу сказать честно то, что столько лопатинга и буксировку за всю историю моих путешествий не было никогда. Потихонечку вперед, просто так колеса ровно. Прошел почти час, а мы пока еще на одном месте топчемся. Хищник уехал. Не знаю, насколько далеко. Пока не возвращается за нами. Пробуем сами откопаться. Спасибо Алене, снабдила нас провизией на всю дорогу. Опять немного занесло, но сейчас мы хищник далеко не отпускаем. Сразу посигналили, поморгали. Не будем тут раскачиваться, копаться. Едем уже 12 часов примерно, даже больше. Сейчас время 10:30. Осталось еще где-то 80-90 километров.
Мы приехали в промежуточную точку, поселок Гижига. Долго ехали, устали, а тут ребята с пожарной части пригласили на чай. А мы не с пустыми руками, мы нашими блинами. Как раз термосочек чай и поедем дальше. Вы не записывайте. А что записали? Ну да, снега нету, но мы туда дальше-то не поехали. Ну, у вас постоянно, да, тут останавливаетесь? Да. А где действующая пожарная станция, да? Пожарная техники, но техники нет. Есть? Есть? Ну, обычно на Топовку ездили. У них ничего, можно где-нибудь переночевать, да? Ну, здесь койки стоят. Можно где-то, да? Конечно. Можно полежать. Какие поселки продукты возите? Парень, Полов, Гижига. А вот человеку плохо стало, сам рейс, а кто это оплачивает? Администрация. А он еще пытается убежать от него. Вверх. О. Все. Нет переднего кардана, и теперь он временно заднеприводный. Мы за эту поездку столько раз свою технику сторонней техникой набуксировали. Столько не буксировали за 10 лет экспедиции. Колыма. Близко покатать танка. Это отличный вид на сегодня, самый лучший. Время 5:55, вот мы подъезжали к городу, я заметил три пятерки. Ну сейчас 6 часов, 6 с чем-то. Шапка моя греет меня, опять неправильно одеваю ее. Вот так вот раз. Все, заносим вещи, сейчас парней еще надо забрать, они где-то в гараже. И спать. Парни, допустим, копали, да, машину выкапывают, это где-то час мы на морозе. Если, ну, пока вот не подъехал хищник. Я говорю, вы, наверное, так постоянно там в Арктике, когда ездите, там, он говорит, да, вообще-то нет. У нас обычно там минут 15 раз покопались, но там, ну, это, и вот они говорят, что за 10 лет, да, вот Богдан сказал, что это первый раз у них столько происшествий подряд, и вот так откапываться долго. Что ж, друзья, наконец-то мы доехали до Явенска. 22 часа за рулем. Этот день закончился. Было очень много событий, насыщенный, очень такой на эмоции, на события день. Но мы это сделали, доехали до Явенска. Завтрашний день покажет, как он будет. Спать Мирлан. теперь и отдыхать. Наш герой. Прекрасный добрый день у нас в Явенске, солнечный день. Мы проснулись, утром в 7 приехали, чуть-чуть отдохнули. Сейчас самое главное, нашлось кардан для Тайсона. И мы поедем в Омсукчан. Вот есть какая-то здесь, как машина, грубо говоря, как такси или что-то такое. Завтра летит самолет, поэтому я думаю, что мы кого-нибудь можем отправить на самолете. Это будет гораздо проще, и сами поедем на машине. Я еще не всю технику собрал в Магаданской области. Не все каркалыги через меня прошли. самолете же еще не летал. Мне его надо собрать, Да. склеить Мы и едем, полететь. мы едем на самолете, нет кардана. Сейчас едем за карданом. Сейчас за карданом поменяем. Доехав до Явенска только на заднем приводе, я даже не думал, что проблему с крестовинами удастся решить прямо в поселке. Но север снова удивляет.
Здесь люди по-настоящему помогают. В поселке оказался всего один 200-й крузак. Его хозяин без лишних слов сказал: «Снимайте мой кардан и езжайте. Доедете, потом отправите обратно. Мой пока все равно стоит на ремонте». Такие поступки не забываются. Я вот оделся в рабочую, попытался подлезть под крузак, он очень низко находится, колеса спущенные, я просто не пролез. За домкратом поехали, получилось, с ребятами договорились, сейчас они нам снимают кардан, а в это время мы занимаемся другими делами. Как они сейчас позвонят, мы подъедем, гараж в теплом месте, в теплом гараже, мы зацепим кардан. Хорошо, что местные ребята нам очень хорошо помогают. И всегда меня удивляет север, Арктика, что во всех местах, во всех поселках местные жители очень хорошо помогают во всех экспедициях. И вообще, если копнуть историю, все экспедиции, все завоевания в Арктике, они всегда получались с помощью местных жителей, их лайфхаков, как бороться с морозом теми или иными способами. И народу севера, приезжайте сюда, куда-нибудь в арктические зоны, и на север всегда улыбаемся, благодарностью относимся к местным жителям, они всегда отзываются тем же. У нас у дяди был вот такой вездеход. И это типа вездеход из детства. С крузаком разобрались. Теперь еще одна непростая задача – эвакуация танка. Ближайший дилер находится во Владивостоке. А значит, сначала машину нужно доставить до Магадана, а уже оттуда отправлять морем. Казалось бы, обычная логистика, но здесь никаких транспортных компаний просто нет. После нескольких часов телефонных звонков нам все же удалось собрать маршрут в 2 этапа. Эвенск-Кубака, Кубака-Магадан. Оставалось только погрузить танк. И единственным возможным вариантом в нашей ситуации оказался самосвал. Забегая вперед, скажу, что танк благополучно доставили к дилеру во Владивосток. И вскрытие показало, что провернуло вкладыши из-за некачественного масла. Что впоследствии замена движка по гарантии. 50, минус 45 еще, ладно, куда-нибудь. Все, пакуемся. Время почти 8. Андрюха довольный, потому что он летит на самолете с Тохой. А мы едем на машине вчетвером. Ну, вроде все уместилось. Утрамбовались как могли. Счастливо, просто не забывайте, что у нас 2 человека улетают, потому что сейчас мы пересаживаемся на машину Мерлана, в крузак, места там нету. Можно было, конечно, плотно забиться, но мы решили, что 2 улетят самолетом, будут нас ждать в Магадане. Мы сейчас проедем по этому маршруту, у нас впереди еще будет несколько точек. Вот, и в Магадане все. Так все было гостеприимно, все на самом деле очень добрые, отзывчивые, хорошие, что ну как минимум хочется вернуться сюда еще раз, а как максимум осталось точно очень хорошее вот это ощущение послевкусия от хороших людей, которые живут действительно в таких далеких и суровых местах Магаданской области. А мы тем временем выехали уже 13 километров от Эвенска. Нам доброго пути, выехали в ночь, хорошие дороги. И держим путь на Магадан, в столицу Колымы. Мы доехали до Омсукчана, один из самых красивых поселков, которые мне понравились на нашей дороге. Ехали часов 14, ну, парни менялись за рулем, а мы спали с Саньком на заднем сиденье. Несколько раз чуть не оторвалась шея. Вот это опасно вообще, когда спишь вот так, потом голова опускается, и на какой-нибудь кочке у меня сейчас болит тут все. В общем, спать не так, чтобы сильно хочется, но все равно мы сейчас поспим еще пару часиков, время 9 утра, вот мы приехали, где-то в 11 подъем и едем дальше, в гостишку. Вот такие вот здесь шикарные виды у нас.
Очень быстро прошли 2,5 часа, как будто легкий старый стал. Но, тем не менее, 2,5 часа в удобном горизонтальном положении дают, ну, как бы, некий заряд бодрости. Сейчас мы идем в администрацию, пообедаем и уже выезжаем в сторону Магадана. Одно из самых традиционных, как и лицом эти зубы чистить, действия, это заправляться. Надеюсь, сегодня Тайсон попадет в теплый гараж. Я прошу прощения, а вам какой бензин нравится? Дорогое топливо. Вот у нас ледниковый период творится все. И вся днище также. Свой бак полный. Остальное заливаем в дополнительный бак. Пока заправляемся. Касатки. Поднялись на перевал. Красота невероятная. Такие пейзажи нас окружают всю дорогу. Мы тут ехали ночью в ту сторону. А днем это вообще просто, не знаю, как слов нет. Завораживающие виды всю дорогу. Ладно. Так вы протяните кто-нибудь мир. Здорово. Встретили ребят, которые тоже едут на мыс Дежнева. Все, посадили. В общем, не проехал. Как бы ехали, там реально у них мотыльнуло землетрясение, и в Магадане везде покололо лед просто, прям перед нами его. Ну, типа цунами был в Японии. Да. И там где-то не убило, или как это? Манилы? Да. Ну, чуть-чуть. А там зимний клуш. Такой легкий, то есть там прям берешь вот так вот резинцем, губит. То есть основная тема, наоборот, да, основная надо, тема надо развернуться одной рукой прям тихонечко, настолько он где-то очень тактильный, прям. Необычная машина. Я в шоке был. Она не гибрид, это же электричка. Не, это чистая электричка, просто у нее стоит генератор. И все. Очень интересно, по дороге ребята встретили своих друзей, которые едут на мыс Челюскина. Тоже автопутешественники, натрекали вот на таком вездеходе. Но они про них рассказывали. И они поедут по нашим следам через Парень тоже, Усть-Парень и дальше туда куда-то, в ту сторону. Ну, конечно, трекал более проходимый. Это, по сути, вездеход трехосный. И вот так-то они здесь неплохо устроились. Я ездил на трекале, Сибенкюль, трясся часами. Это SOS-модуль на трассе. Если что-то случится, можно греться, остановиться. Связь, там есть электричество, наверное. Да, а если вот сейчас пикет, а пикет закрыт, вот сейчас так-то его можно открыть? Или пожалуйста? Спасибо. Ну, я вас хочу попросить, приходите хорошо. Конечно. Свет выключим, все закроем. Спасибо вам большое. Вот, собственно, и выглядит так пункт обогрева. Есть аптечка, если она понадобится. Есть вода и есть бокс с теплой одеждой и теплой обувью. И, в принципе, тут включается автономное отопление, есть зарядное устройство, и можно здесь переждать какой-то момент трудный, если вы в это попали. Инструкция, все есть. Справа какие детские площадки тут стоят. Смотри, со светильниками, смотри. Смотри, Кремль. Ну что ж, мы добрались. Наконец наша конечная точка достигнута. Ну, конечно, нам еще ехать обратно, но тем не менее
Миссия экспедиции завершена, мы в Магадане. Лоси, Стелла. Это родина Богдана, Магаданской области. В Магадане у него живут родственники. Сейчас его к ним повезем. А сами будем размещаться в доме. Ну а завтра погуляем по городу или где-то еще. Я пока планов точно не знаю. Но они у нас есть. Открывайте. Все дома сидят, телевизор смотрят. Это я, почтальон Печкин, принес журнал. Ой, все камеры. Как же без камер? Здравствуйте. Здравствуйте. Чуть-чуть сниму. Встречу родных. Давайте пока поздоровайтесь на камеру. Да. Это вот мы встреча с Богданом у нас. Мальчикова, Целуй. Мальчик ваш? Дела, забери пару штук, там сколько, все забирай. Да, и вот одну положи сюда, все, вот на тарелку разобрали. Привет. Ты летом к нам приедешь? Летом приедем, говорит. Приедем, все, ждем. Летом бандитов возьмем, приедем. Город Магадан. Столица Колымы. Суровый и удивительный край на берегу Охотского моря. Сегодня здесь проживает около 90 тысяч человек. Несмотря на удаленность и непростой климат, Магадан остается важным административным, культурным и туристическим центром северо-востока России. История города начинается в 1929 году, когда на месте будущего Магадана появился рабочий поселок. Официально статус города Магадан получил в 1939 году. Его развитие было тесно связано с освоением богатых месторождений золота и других полезных ископаемых региона. Магадан известен как ворота Колымы. Отсюда начинаются пути вглубь огромного северного края. Город расположен среди сопок, а вокруг открывается впечатляющий пейзаж Охотского моря и северной тайги. Сегодня Магадан переживает новый этап своего развития. Город постепенно превращается в современное направление по Дальнему Востоку. Одним из символов обновления стала новая набережная в бухте Нагаева. Это современное общественное пространство с прогулочными зонами, которое не только украшает город, но и знакомит гостей с историей и культурой коренных народов Севера. Сейчас покажем вам парк, расскажем, это абсолютно новая территория. Когда-то здесь был в прямом смысле слова пустырь. Я еще помню те времена, когда пацанами мы здесь на Магаданке рыбачили рыбой, а здесь была в прямом смысле заброшка. Теперь же здесь шикарный современный парк, место проведения всевозможных фестивалей, всевозможных летних мероприятий. И здесь, кстати, проходит национальный Новый год коренных малочисленных народов Севера, который называется Хэбдене. Парк наш был основан в 22 году. В декабре месяце сдали эту территорию, которая раньше была у нас заброшена. Здесь стоял бетонный завод, и из этого бетонного завода превратилось в такое прекрасное место. Название парка Дюкча, что означает на венском языке остров, либо стоянка, то есть поселение. И в данном парке у нас как раз таки вот с правой стороны у нас представлено подобие этого стойбища. Юрта, Яранга, помимо ивенов и были и чукчи, и коряки. А также у нас на территории парка есть торгово-выставочный павильон, в котором продается сувенирная продукция и также представлена выставочная продукция, то есть которую нельзя купить. Вся продукция ручной работы, то есть это делают именно наши местные магаданские мастера. Должность у меня была прорабом в строительной организации, то есть получилось так, что я отработал, построил этот парк и потом ушел уже сюда директором. Я этот парк знаю из-под земли, где какая коммуникация проходит, где какой провод лежит, какая труба, то есть в этом плане намного легче работать человеку, потому что ты это все знаешь.
Мы участвовали в конкурсе «Фонд президентских грантов» и выиграли наш проект вот «Черный ключ». Мы его реализовали. Сам маршрут около 10 километров. Есть видовые зоны. Также мы можем, когда идем, с одной стороны у нас видно прекрасная лесополоса, и с другой стороны у нас открывается прекрасный вид на бухту. Не любит ходить. Ну, вообще, да, мы даже пишем оповещение от Росохотнадзора, что ходит медведь, что было замечено, что мы не рекомендуем выходить на тропу. Что он здесь делает? Надо его переселить. Следующий пункт маршрута — ресторан «Дикий Север», который находится в городе. Это новый ресторан северной кухни. Там очень колоритно, интересно, очень необычный интерьер и вкусные блюда. Мы открылись в августе прошлого года. Концепция ресторана — это арктическая дикая кухня. Мы готовим из местных продуктов. Это местная рыба, мясо местных диких животных, лось, олень, морепродукты магаданские, креветки, морские гребешки. Ну, в целом кухня предполагает, что это дичь и, соответственно, рыба. Мы привезем их в Магадан, вот мы, к примеру, вывезем куда-нибудь, они там в бассейн спают, они живут, но ранее нет бассейна. Потом съездят на крупное предприятие, потом, возможно, в соседний район съездят, то есть там, к примеру, Ягодин, Сусуманцы съездят в Ягодное на Синегорскую ГЭС посмотрим. Привет, привет. Ну какие щеночки. Ты смотри, а? Малыш. Малышок. Ой. Здравствуйте. Давайте снимать. Что снимать будем? Мы находимся в Магаданской области, поселок Снежный. Мы занимаемся охотами и рыбалками. На сегодняшний день мы лидер, наверное, по северо-востоку по количеству охотников. В основном охотники на восточно-сибирского гигантского лося, снежного барана, медведя. Ну и как попутно, так как у нас техника накапливалась, зарабатывали. Накопились у нас снегоходы. Я сам любитель лошадей, вырос в Якутии с лошадьми все время. Вот сначала взял 2 жеребцов, потом еще там 2, потом друзья стали приезжать кататься. Вот на сегодняшний день мы вот уже второй или даже 3-й год катаем людей на лошадях, на снегоходах. Народу нравится. Ну и мы потихоньку обрастаем, зарабатываем деньги, начинаем вкладывать. Вот там на подъезде видели, может быть, деревянный дом в прошлом году в Карелии заказали, привезли с крупного бревна. Я думаю, что все, если нормально будет, в этом году мы его запустим. Так как у нас охотничьи собаки лайки, вот эти вот, которые там лают очень громко. Тихо! Которые там очень громко лают. Они, значит, у нас работают по медведю, по лосю. Рабочие собаки. Вот. И так как собак много, мы подумали, базу решили назвать «Белый клык». Как бы оно немножко не в тему к лошадям и к снегоходам, но оно в тему к нашей деятельности. Собак мы любим, собак у нас много, собаки наши друзья. У нас есть нарты. Иногда мы катаем детей на нартах, на собачьих. Я практически во всей Якутии вырос на Миконе, потом жил под Якутском. В Якутске учился, в Черском учился. Вот. Работал в Среднеколымске, поселок Березовка, совхоз Березовский. То есть я практически всю Якутию знаю. Мин Сахалы Каратык Белебин. По-якутски немножко говорю. Вот. Очень близка мне Якутия. Родная, так сказать, вторая родина. Здесь вот у нас огород, теплица, вот там у нас пчелы. Ну, сейчас пчел нету, но я вам скину фотографии, скину ролик. Я думаю, таких пчел, как у нас, вы не видели. Ну и сейчас пойдем домой, чай попьем, я вас медом угощу нашим. Вот такой красавец. Но я его почистил, чтобы времени тянуть. Так как я выходец с Якутии, я люблю строганину. И гостей кормим строганиной. Салат делаем индигирку. Из венка, из харюза, из сига. Якутский нож он поменьше чуть-чуть. А вот лосятина сушеная, кстати. По-венски она называется хельты. Вот она сушится. Вот лосятина, она высыхает. Ну, там вот покрупнее нарезано, здесь помельче. Это я режу для сына. У меня сын очень любит. 4 года. Вот видите, магаданские говорят, попробую. То есть не ела ни разу. Минус большой родителям в карму. У нас самый крупный лось в мире. Это восточно-сибирский, он же гигантский, он же американский лось. Водится он у нас вот пойма реки Колымы, восточнее Колымы, Чукотка, Камчатка. А вот наша, кстати, презентация.
Зимой мы с Магальдану ловим рыбу. Вот этого линка, кстати. Это морская рыбалка. Все вперемешку. Это латыши. Вот, наверное, я поймал 18 килограмм. Житель Магадана, ему нету необходимости как бы заказывать комплексный тур. У нас тут все сами ездят, и на мелководную ездят, тут рыбачить, корышку ловят. Если надо лосося половить, тут вот отъехали 20 километров, река Ола, сами все ловят. В прошлом году у нас, значит, администрация делала такой, значит, шаг для людей. То есть человек приезжает без лицензии, без разрешения, без ничего, пожалуйста, лови 6 штук, можешь поймать лососей, да, неважно, там, горбушин. Вот я взял дочку, сына, там, жену, мы приехали буквально, вот, ну, полчаса-час, мы там 5-6 штук поймали, положили их в пакет и поехали домой жарить. То есть вот так вот. Поэтому для магаданцев, как бы, эта рыбалка, она повседневная. Это равносильно, что, наверное, для жителя Средней России пойти там в поле и сорвать там, я не знаю что, ну, землянику, наверное. Вот. Точно так же у нас здесь рыбалка. Ну и, конечно, и ягода у нас есть, и грибов у нас много. Может быть, сейчас поэтому давайте оператор. Торопились мы успеть на закат солнца, и вот он, красивейший закат, который можно наблюдать с этой сопки. Ее называют Петропавловка. Доехать можно с базы Снегорка, и вот такие шикарные виды открываются, ну, просто панорамно вокруг. Это Магадан. Впервые я здесь, в этих краях, и очень-очень рад, что смог добраться. Спасибо ребятам. Ставим в навигаторе Якутск, нажимаем, навигатор нам говорит 1 день 6 часов ехать, и мы направляемся домой. У нас экспедиция закончилась, надеюсь, нам удалось показать и раскрыть все прелести Колымской трассы, городов, которые находятся по ней. И Магадан, очень надеюсь, что для вас открылся с новой стороны, и мы наконец-таки уйдем от стереотипов. И вот наше колымское путешествие подходит к концу. Хотя впереди нас ждет еще очень долгая дорога домой. Почти в 2000 километров. Это было невероятное приключение, которое я точно запомню надолго. Потрясающая северная природа. Горы, бескрайняя тундра, Охотское море и мороз за минус 50. Но главное богатство этих мест – это люди. С большим сердцем, невероятной стойкостью и особым отношением к жизни. Искренние, открытые и удивительно гостеприимные. Люди, которые живут там, где многие не смогли бы прожить и недели. Эта экспедиция еще раз показала, насколько огромна и удивительна наша страна, и как много в ней мест, о которых знают совсем немногие. Спасибо, Колыма. Мы обязательно увидимся вновь.